Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать с нашим гостем самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Петро Ходин, политтехнолог. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Уменьшение рейтингов президента Владимира Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не партии «Голос» или экс-президенту Петру Порошенко, а пророссийским силам. Об этом сообщил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паньотта. Давайте его послушаем. Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до «Голосу» чи до Порошенка. Все, що він втрачає, отримає, от, наприклад, партія Шарія, яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг. І вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І Медведчука партія теж збільшила свій відносний рейтинг і теж за рахунок «Слуг». Почему, как вы думаете, почему рейтинги Зеленского уходят не европейской солидарности, не «Голосу», а именно пророссийским силам, там партию ОПЗЖ, партию Шария? Ну, во-первых, надо помнить, что именно Владимир Зеленский был тем кандидатом, за которого проголосовала вся Украина, невзирая на то, на каком языке люди разговаривают, невзирая на то, какие у них были взгляды на историю. Если мы посмотрим на саму фракцию «Слуга народа», то видим, что там есть и люди, которые имеют такие, как, по-моему, достаточно пророссийские взгляды, как, например, Макс Бужанский. Но есть и достаточно патриотические депутаты, как Галина Янченко, Виталий Безгин и другие. То есть, фактически, феномен Зеленского был таков, что люди, которым надоели старые политики, голосовали за него и на востоке Украины, и на западе. Если мы говорим каждый рассчитывал на свое. Рассчитывал на свое, если мы вспомним вот этот ролик «Какая разница», который очень нервирует националистов и поклонников Петра Алексеевича Порошенко, то как раз, по-моему, это была такая попытка примирить всех. Но, к сожалению, примирить всех не получается, особенно если очень работает информационная повестка канала Медведчука, учитывая, как он сильно заходит в медиаполе и какие деньги туда вкачиваются, тогда понятно, почему он растет. И если мы посмотрим на партию Шария, это тоже достаточно денежный проект, потому что даже иметь столько YouTube-рекламы, как партия Шария запускает, это не дешевое удовольствие. То есть они вкладываются в это. Если мы говорим о партии «Слуга народа» и падении рейтинга Зеленского, то нужно также помнить, что в отличие от ОПЗЖ, Шария, они партия власти. То есть любой негатив, который случается в стране, бьет по ним, а оппозиция может это критиковать. И это тоже одна из причин. Почему не уходит «Голос»? Потому что «Голос» создавался как проект, который очень хорошо заходил на территорию европейской солидарности партии Петра Алексеевича Порошенко. Если мы вспомним прошлые парламентские выборы, то именно «Голос» и европейская солидарность отбирали голоса один другого. На самом деле борьба шла между ними. Это были борьба в рамках этих известных 25%, которые поддержали Порошенко во втором туре. Сейчас партия «Голос» обезглавлена. Вакарчук имел возможность выступить против старых сил. Вакарчук имел возможность выступить против Зеленского или вступить с ним в коалицию. В конце концов, Вакарчук решил просто сложить мандат и уйти из политики. По-моему, для партии «Голос» это верная смерть, потому что это уже вторая попытка Вакарчука войти в Верховную Раду. Опять же, если мы посмотрим на повестку к партии «Голос», то мы видим, что это повестка европейской солидарности. Это опять-таки поддержка Сергея Стерненко. Это ниша на таком поле Западной Украины, то есть более патриотические взгляды. Сама ситуация, о которой говорит Паньотта, действительно достаточно опасная. Потому что... А чем она опасна? Потому что Зеленский, когда приходил на выборы президента, фактически предлагал проект, где украинцам можно было бы не играть в любимую российскими СМИ повестку «Кто где был в 1945 году», там бандеровцы, фашисты и так далее, а объединиться вокруг проекта будущего. И фактически он старается это сделать. Но из-за того, что есть сильное вливание в российские силы, мы видим, что у них есть сейчас все шансы прийти. По-моему, если посмотреть на географию сильных ячеек партии Медведчука, то вот как труба заходит с востока Украины и выходит с Львовской области и Прикарпатской, там и сильные представители ОПЗЖ. Тарас Казак, который считается одним из медиа-менеджеров Медведчука, из Львова. Если мы вспомним Закарпатье, то там тоже была всегда сильная социал-демократическая партия Украина Объединенная. Ну и, как пишут СМИ,
Оксана Марченко есть собственницей, миноритарной собственницей Львив облэнерго и Прикарпатье облэнерго. То есть в данном случае, вот, соответственно, интерес тут очень геоэкономический. Понятно, что внешние силы заинтересованы в том, чтобы эта партия принимала участие в украинской политике, ведь с помощью этого можно делать такой геополитический бизнес. В этом есть проблема. То есть правильно ли я понимаю, вот если проанализировать вот этих людей, которые отдают свои голоса и предпочитают уже пророссийским силам, они вот когда голосовали за президента Владимира Зеленского, они рассчитывали на то, что вот президент Зеленский там договорится с Путиным, они каким-то образом, возможно, на условиях Москвы там на правах решат человека, вопрос. который тоже поддерживал Владимира Зеленского во втором туре и даже голосовал за него. В чем была ситуация с Владимиром Зеленским? У Петра Алексеевича Порошенко была достаточно консервативная повестка. Армия, мова, вера. Да. Я патриот Украины. В обычной жизни я говорю по-украински, просто так, как нас могут смотреть в Крыму. Я хочу, чтобы меня лучше понимали, поэтому перешел на русский. Но, тем не менее, в какой-то момент его программа стала очень консервативной и развернутой назад. Мне, как человеку, который любит модные гаджеты, пользоваться техникой, идеи про Томас, про такие вот распри, про Сивачевого-Гетмана не очень сильно ложились. Поэтому мне там больше нравилась программа Юлии Владимировны, когда она еще про блокчейн говорила и отошла от своей классической риторики. Ну и понятно, что когда появился Зеленский и Вакарчук не пошел в президенты, то выбор оказался очевидным. Хотелось что-то нового, что-то свежего, и даже та медийная кампания, которую вела команда Зеленского, она была намного современной. К сожалению, во многом на повестку Владимира Зеленского влияет и внешнеполитическая ситуация в Украине. Вот если вы посмотрите на хронологию мировых событий, то наблюдается очень интересная закономерность. Встреча в Париже, в так называемом нормандском формате, за который нас часто критикуют, который многие эксперты критикуют, происходил почти в одно и то же самое время, когда проходила большая сделка по Востоку, по Азии, тогда, когда фактически Америка, скажем так, кинула курдов. То есть, другими словами, очень изменился геополитический баланс, и администрация президента Трампа тогда начала меньше вливать во внешнюю политику. Если вы вспомните, тогда и появились его эти заявления, что вот-вот из базы НАТО, из Германии заберут. Ну, на самом деле, предвыборная кампания Дональда Трампа строилась на том, что он говорил, что не хочет быть уже мировым жандармом, и он, в принципе, потом вывел свои войска из Сирии, он начал договариваться с Талибаном, с Афганистаном и выводить как бы свой контингент я оттуда. как раз говорю, Но это было ожидаемо. Ну, это ожидаемо, но в данном случае Украина фактически потеряла такого сильного союзника, которым у нас всегда были Соединенные Штаты Америки, которые играют первую скрипку в НАТО и, в принципе, в политике в Восточной Европе. Ну вот про Соединенные Штаты Америки мы поговорим чуть позже, проговорим про G7. Я хочу вернуться к вопросу рейтингов. А где еще, по-вашему, команда президента Зеленского не доработала? Я думаю, что команда Зеленского не дорабатывает в такой медленности посадок. Так как мы, люди, которые уже привыкли к клиповому мышлению, к ТикТоку, Инстаграму, нам хочется картинку видеть здесь и сейчас. Но, к сожалению, с коррупционными делами, с изменениями в стране, особенно на фоне пандемии, особенно на фоне мирового кризиса, не очень выходит быстро показать результат. И мы, так как уже ждали 30 лет независимости, когда станет хорошо, начинаем требовать такого, что физически нельзя сделать. Потому что обмануть можно любые законы, кроме законов физики. А время – это закон физики. В данном случае вот это, отсюда и появляется такая эмоция обманутых ожиданий. И таким образом более патриотическая часть электората Зеленского по чуть-чуть начинает отходить назад вправо, потому что как же так, нам вернуть Донбасс, Нормандию и так далее. Разведение войск. Более пророссийская, так называемый восточно-южный электорат, назад смотрит ОПЗЖ, потому что как же так, он не может договориться с Путиным. А с Путиным ведь же так не договоришься. У него есть ядерное оружие, у него более подготовленная армия, то есть договориться нельзя. То есть в данном случае, я вот думаю, как вы считаете, окружение Зеленского реально думает, что можно договориться с Путиным или нет? Я думаю, что нет. Мы видели, что за этот год президент Зеленский достаточно сильно вырос как политик. Я не исключаю, что в начале своей каденции он действительно думал, что какие-то вещи можно сделать просто, если ты не занимаешься коррупцией. Кстати, по Зеленскому ни одного коррупционного скандала пока не было. Там были попытки по Ермаку сказать, но они тоже ничем не подтвердились. И фактически... Но зато куча скандалов в монобольшинстве.
Ну, понятно, это партия власти, где были люди, которых просто физически можно было проверить. Мы помним, как под шумок собиралась партия «Слуга народа». И если мне не изменяет память, то вот только-только у них начали городские ячейки создавать под выборы сейчас. Вот там Николая Тищенко назначили в Киеве, Александра Дубинского в Киевской области. К тому времени это была виртуальная партия. У них Ну, даже я не к было... чему? Вот эти вот скандалы в монобольшинстве, они не подрывают доверие к президенту Владимиру Зеленскому, потому что мы же объективно понимаем, да, что вот Я думаю, монобольшинство, которое там скандалы образовалось, это все благодаря кредиту, доверие. Скандалы меньшим образом. Я думаю, что большим образом все-таки влияет экономическая ситуация в стране. Потому что сейчас людям стало жить хуже. Люди не очень, ну и в принципе им не стоит разбираться в том, почему так случилось. Есть власть, и это право делегировано власти. Поэтому и закономерно задают вопросы, почему случилось так. Опять-таки со скандалами, наверное, ситуация с рестораном «Велюр», особенно подогретая в СМИ. Помним, Ляшко делал акцию, Олег Валерьевич. Мне кажется, немножко подорвало доверие к карантинному режиму. Это, соответственно, в условиях, опять-таки, экономического ухудшения больше повлияло. А сами по себе скандалы, ну какие скандалы? Помните, как было с Алексеем Гончаруком? Его Зеленский вызвал на ковер, уволил, все аплодируют, ай да молодец, ай да молодец. Или там ситуация, ну, Зеленский же медийщик. Ну, и Иванисова прирожденный. мандата не лишили. Ну, уже никто не помнит Иванисова. А что там было недавно, скандал? Бровары, Кагарлык вызывает Авакова, дает Авакову по голове. И что мы видим? Что Аваков уже исправляется, уже каких-то наркодельцов в Павлодаре полицейских задерживают. То есть фактически вот то, что я говорил, быстрый результат, быстрый эффект, Медина, он Ну, это вот с отыгрывает. Корниенко был Вот. недавно скандал тоже, да, помните, с Александром Корниенко, Который, главой этот партии с «Слуга народа». Салахвердиевой или нет? Нет, да-да-да, глава партии «Слуга народа», где они там обсуждали женщин. Вы же заметили, да, что даже тут они медийно отыграли, потому что Ирина написала, что это монтаж и так далее. Ну, то есть в данном случае мы живем в мире, который очень медийный, как раньше шутили в 90-х. Если войну не показали по телевизору, ее нет. А Ну, вот нам тут решения по телевизору как раз показывают достаточно быстро, и поэтому, я думаю, в этом есть. И Зеленский хорошо фактически лавирует между разными своими игроками. И рейтинг партии «Слуга народа», если говорить о скандалах, скорее начал валиться, чем его личный рейтинг. Вот раз уж мы заговорили о монобольшинстве, вот глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает неподдержание программы Кабинета министров Дениса Шмыгаля свидетельством утраты монобольшинства в парламенте. Об этом он рассказал в интервью украинскому радио. Давайте его послушаем. Нікуди не поділась монобільшість. Монобільшість працює, і фракція на правах коаліції продовжує виконувати свої функції. І голосування за прем'єр-міністра, і останнє голосування за міністра екології тому підтвердження, коли монобільшість самостійно приймає рішення і вистачає її голосів. Є унікальна ситуація. Одна фракція, яка працює у форматі коаліції і виконує функцію більшості. Тому навіть коаліційної угоди не потрібно, оскільки є програма дій партії, передвиборча програма. І сьогодні, оскільки уряд фактично був призначений більшістю, він спокійно може діяти на тій програмі, яка була закладена. Монобольшинство сегодня единый организм? Ну, мы же понимаем, что нет. И это очень видно и потому, как партия создавалась, и по тем месседжам, которые есть. Мало того, я считаю, что в нынешних условиях это скорее плюс, чем минус. Потому что в Украине, в разных регионах, разные слои населения очень по-разному мыслят. В данном случае как раз вот эта такая как бы калейдоскопическая структура помогает Зеленскому быть достаточно популярным до сих пор. Если мы вспомним середину 2000-х годов, то вспомните, у Юлии Владимировны Тимошенко в партии были и Андрей Шкиль, и Степан Хмара, то есть украинские националисты. Там же был Михаил Волынец, который профсоюзный деятель, такой сильный левак. И ряд других людей, которые были фактически социалистами по духу. И Юлия Владимировна тоже постоянно думала, какую идеологию она представляет. То украинский солидаризм, то еще что-то. В то же время партия состояла в социнтерне, это интернационал социалистических партий. Потом стала работать с Европейской народной партией, то есть правой, в зависимости от этих вот колебаний электората. То есть в данном случае, вот, так как «Слуга народа» — это партия власти, им выгодно в условиях Украины иметь несколько центров влияния. По программе Шмыгаля... Ну вот к программе вернемся. Я просто по монобольшинству. Но вы помните, когда был турборежим? Они же голосовали все в один голос. А сейчас уже ситуация изменилась. Сейчас они уже где-то в каких-то законах не добирают голоса и вынуждены объединяться с другими партиями. Я хочу, чтобы наши зрители задумались над вопросом. А
не означает ли то, что они не проголосовали за программу действий правительства, то, что таким образом депутаты именно сохранили некоторую такую как бы чистоту условную, ну, фактически они не подписались под этой программой. То есть в случае, если она не выгорит, если ее результатов не можно будет достичь, то они скажут, мы же за нее не проголосовали. То есть в данном случае, мне кажется, это был достаточно продуманный шаг, который как раз и говорит то, что монобольшинство до сих пор есть. Просто выходит, что есть правительство, есть депутаты, которые даже будучи монобольшинством и властью, могут его критиковать. Ну, подождите, там проголосовало 207 депутатов за программу правительства. И только из них, если я не ошибаюсь, только 30 слуг народа воздержались. Ну, собственно, я про то и говорю, что фактически они могут умывать теперь руки. Мы эту программу не поддерживали. И спокойно ехать в округа, агитировать на местные выборы. А что в этой программе не так? Как вы оцениваете Смотрите, эту по программе мы помним, что было две итерации этой программы. Первая Ну программа это были листочки, вот типа таких, как у нас тут темы написаны, просто красивые слова. В этом была большая проблема вообще украинской политики где-то так с года 14-го, наверное, когда надо было срочно какие-то программы принимать, когда стратегии правительств писали не экономисты, а рекламщики. Что такое рекламная кампания? Сам работал в диджитал-агентстве с рекламой. Когда тебе надо продать покупателю что-то яркое. У тебя есть слоган, у тебя есть картинка. Я смотрел на некоторых министерствах до сих пор есть там портрет Илона Маска влеплен, вот все такое типа. Мы будем строить батареи для Теслы и так далее. Ну, экономического для этого никакого поля нет, и юридического, ну, такое пишут. И первая программа Шмыгаля, как по мне, была вот где-то в этом. Потом мы помним, что на эту программу достаточно сильно, ну, так очень плохо отреагировало общество, и правительство начало дорабатывать. Вторая итерация программы, если мне не изменяет память, где-то 82 страницы текста занимала. И, насколько я помню, публично для нее привлекались в том числе эксперты Украинского института будущего, то есть это так называемый мозговой центр. Помните, когда карантин начался, они там начали говорить. То есть это более глубокая программа, более глубокая стратегия. В чем проблема ситуации нынешней, что любую стратегию очень тяжело писать, потому что мир очень сильно меняется. Стратегию надо было писать в году так, 2001, когда у Украины экономика росла и еще был ресурс для модернизации. Сейчас, к сожалению, что бы мы ни написали, оно очень будет зависеть от внешних обстоятельств. Хотя, конечно же, то, что в программе указана новая стройка, то есть возобновление инфраструктуры, строительство дорог, это плюс. То, что там есть слова о протекционизме, это, конечно же, плюс, потому что карантин показал, что мы можем жить в глобальном мире, который в любой момент может схлопнуться. И таких коронавирусов, по мнению экспертов, может быть еще много, потому что тают ледники, там бактерии всякие освобождаются, которых раньше мы не видели. С джунглей, которые вырубаются по всему миру, тоже могут быть проблемы из-за этого. На TEDx есть хорошее выступление эпидемиологов, отправлю туда, потому что специалисты там говорят. То есть в данном случае мы живем в ситуации, когда ни на что нельзя положиться. Вот, грубо говоря, был у нас партнер Европейский Союз, начинается Брексит, теперь не ясно, какая его судьба. На Россию тоже мы как бы надеяться не можем, потому что у них сейчас цены на нефть упали. Кажется, там где-то $32 сейчас баррель, если не изменяет память. То есть это фактически получается у нас и северный сосед, это тоже, ну, слава богу, не воевать не может за такие деньги. Потому что вся военная агрессия России, это всегда, когда цена на нефть растет. Или это 1979 год, когда война в Афганистане была. Или это война в Грузии в 2008 году. То есть, когда цены на нефть растут, в России есть деньги, они уже могут типа эти скрепы расширять. Сейчас у них денег нет, ну и слава богу, пускай держатся. Ну, про Россию еще поговорим. Я вот что хотела спросить. Если Верховная Рада Украины не дала иммунитет на год правительству украинскому, говорит ли это о том, что, возможно, правительство это заменит? Я думаю, да. Когда? Думаю, да. Как вы думаете? Думаю, тогда, когда уже не будет причин его оставлять. Напомню, что у Алексея Гончарука, бывшего премьер-министра, кто не помнит, это такой парень с самокатиком был, улыбчивый, бородатый, уже он не премьер. У него был иммунитет, ну и что? Его попросили, он сам написал заявление и ушел. В данном случае очень большое влияние на украинскую политику имеет именно личный рейтинг Владимира Зеленского. Потому что пока есть сильный рейтинг Владимира Зеленского, он может этим играть.
вплоть до того, что он может распустить партия «Слуга народу», создать какой-то новый проект, набрать опять по лифту новых людей, провести их в парламент. То есть в данном случае я думаю, что, невзирая на то, что мы парламентско-президентская республика, премьеры очень зависят от президента. Так было раньше, так продолжается сейчас. Накануне и в день слушания программы правительства, вы знаете, в Киеве проходили акции протеста за отставку Кабинета министров, а также за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. И как вы думаете, Арсену Авакову снова удастся сохраниться в случае, если будут заменять правительство? Ну, смотрите, по уличным протестам. Даже если протесты делаются не за деньги, делаются идеологически, это не орган власти, прописанный в Конституции. То есть фактически из-за того, что просто есть протесты, нельзя просто сказать: все, уходи, ты нам не нравишься. Ну, понятно. То есть в данном случае по Авакову, как я уже говорил, команда Зеленского отыграла достаточно профессионально. Ситуация по Коверлыку фактически молниеносно расформировали отдел. Продолжается дело. Насколько я знаю, там сейчас Елена Сотник занимается этой девушкой, которая потерпевшая. Я очень рад, что Елена Сотник занимается. Она будет медийно показывать, чтобы это дело не заглохло, потому что понятно, что полицейских за эти зверства надо наказать. Но сам факт, Аваков показал, что внутренняя служба безопасности, нацполиции работает, его нашла. И следом была эта ситуация с Павлоградом, когда выкрыли ячейку местных полицейских, которые торгуют наркотиками. И тоже фактически это перебило миф о том, что Аваков неэффективный. Посмотрите, что пишет Аваков и его спикеры. У него спикеры обычно, как советники оформлены, они ходят по эфирам. У них есть такая фраза: но при Януковиче же такого не было. Вспомните Вардиевскую, помните ситуацию. Мы за полдня отреагировали, распустили, все. По Броварам перестрелка. Мы задержали людей, и все. И они это озвучивают, и в принципе... Ну и плюс куча, ничего, ну смотрите, но есть же куча резонансных дел, о которых говорят люди, участники вот этих протестных акций. Это и убийство Екатерины Гандзюк. По убийству Екатерины Гандзюк, между прочим, Владислава Мангера 16 июня задержала СБУ. Сейчас Печерский суд завезли, насколько я помню, и его даже под залог сейчас не могут выпустить. То есть как раз то, о чем участники инициативы «Кто убил Катю Гандзюк» писали, оно сейчас и есть. И по Мангеру, мне кажется, что это может быть как раз такая... овечка, не знаю, бык, жертвенный бык для рейтинга Зеленского. На самом деле про Мангера потому очень что долго говорили еще. Очень долго говорили. Вот только сейчас мы видим какие-то результаты. Я думаю, что в данном случае, кто это же, такой наверное, Мангер? результат протестных акций тоже, может, нет? Я думаю, что в данном случае речь скорее идет, если говорим о Мангере, об ослаблении старых элит. Мангер был человек, который очень хорошо чувствовал себя в Херсонской области. А на таких людей всегда делали ставку старые партии. Вспомните, как Порошенко договаривался с губернаторами, как Тимошенко и так далее. Если мы вспомним ситуацию по делу Кати Гандзюк, то Мангер был близок к партии «Батькивщина», и партия «Батькивщина» его очень сильно защищала. Сейчас этого нет. Отсюда я делаю такие заключения, такие выводы, что, скорее всего, или есть уже такая доказательная база, что его не хотят защищать, или же просто те элиты, которые были тогда сильные и могли работать медийно или на улицах, сейчас просто уже есть более слабыми, что тоже может иметь место. Насколько серьезно у нас в стране... По протестам, я думаю, что очень сыграли. И те люди, которые делали эти протесты, в частности, движение «Честно», активисты, которые там занимались этим, они сделали большое дело. И я считаю, что дело Кати Гандзюк, дело Павла Шеремета, они очень важны, потому что это красные линии. Журналист или активист, который обращает внимание власти на то, что кто-то ворует, это должны быть люди, которые охраняются. И никто не имеет права их убить. Насколько сейчас остается серьезная ситуация с кадровым голодом в нашей стране, учитывая, что у нас вакантны места в правительстве, да, у нас еще не определены министры энергетики, образования. Ну, только недавно нашли министра. Министр энергетики ИО есть. Министр культуры, вы сами помните, кем он стал и какая у него была история. То есть фактически Зеленскому надо было особо активного бойца за трон столицы куда-то пристроить, потому что посмотрите на партию «Слуга народа» в Киеве. У них же кандидатов в кандидаты уже столько, что я теряюсь по пальцам посчитать. Николай Тищенко, Александр Ткаченко был, не факт, что не возвратится. Александр Качура об этом заявляет. Александр Дубинский блоги ведет, ЗМР. Ирина Верещук еще была. Ирина Верещук, да.
Галина Янченко вроде тоже что-то там ведет. Ну, короче, уже я 6 кандидатов насчитал из «Слуги народа». Вы же понимаете, какая это будет каша в киевлян, что им проще реально будет опять проголосовать за того, за кого раньше голосовали, то есть и все. То есть в данном случае, да, он типа, ну, фактически дал Ткаченку буйный, хорошо, занимайся. Лучше, что ты будешь в мэры идти, развивай культуру. То есть я думаю, что где-то такой разговор Так что, был, такая по-вашему, идея. кадрового голода нет, что ли? Кадровый голод есть. Вопрос в том, какая мотивация людей сейчас идти в госслужбу или в депутаты. Например, у меня были в свое время предложения пойти кандидатом в депутаты, возможно, выиграть. Но я как подумал, что это тебя будут слушать партии? САП. Останется секретом. Я как подумал, что будет НАБУ слушать, САП слушать, полиция, СБУ, декларировать родителей, родственников. Потом ты попадаешь в реестр этих публичных осіб, которым по финмониторингу особое внимание. Я подумал, ну зачем оно мне надо? Радости ноль. Давайте перейдем к следующим не менее важным новостям. Мы с вами уже вспоминали Соединенные Штаты Америки. И вот президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказывать давление на Москву, чтобы она вернула захваченные Украиной земли и не возвращала Российскую Федерацию до этого момента в G7. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию. Давайте его послушаем. Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в Велику Сімку до повного відновлення територіальної цілісності України. І ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде ніякого вирішення, якщо світ не чинитиме тиску на Росію в цьому питанні. Ну, на самом деле не впервые, да, мы слышим вот эти заявления от Дональда Трампа, что он хочет возвращать Российскую Федерацию в G7, что он хочет пригласить ее в качестве гостя туда. И этот год не исключение. В этом году снова Дональд Трамп сказал, что да, Россию надо пригласить. Зачем? Я на эту тему писал статью для сайта «Хвиля». Называлась она «Червоні линии для Донбасса», «Красные линии для Донбасса». И во время карантина вышло 2 статьи, которые, по моему мнению, очень важны в контексте Донбасса. Первая статья была американская, это начало апреля этого года. А вторая ее значится 3 посла США в Украине, которые в разное время были. И идея этой статьи такая, что Донбасс надо возвратить Украине, ну а так как коронавирус всю экономику ставит под угрозу, то надо как-то бы подумать, чтобы замерить вот эту рану и начать торговать с Россией и с другими странами, потому что проиграет весь мир. Вторая интересная статья вышла, она была подписана политическим советником посла Канады в Украине, политиком, которая есть украинка, точнее канадийка с украинскими корнями. И там была очень интересная идея, что вместо Минских соглашений надо сделать новый формат, где будут участники независимые, например, Канада та же самая. И вот мне кажется, что сейчас, учитывая то, как Трамп, ну, скажем откровенно, рушит архитектуру Запада, архитектуру НАТО, мне кажется, что сейчас Канада берет на себя роль такого вот регионального игрока, который ждет, не дождется, что же будет после президентских выборов в США, и будет таким себе стоп-краном для того, чтобы вся эта структура, которая с 1946 года создавалась, имеется в виду НАТО и его влияние, не рухнула. И в данном случае, мне кажется, что Владимир Зеленский вот за эту возможность ухватился. И, каким образом? Ну, если сейчас речь идет о воспоминании о Джастине Трюдо, возможно, дальше будет создана какая-то комиссия с участием Канады, как писалось в упоминаемой мною статье. И таким образом тему Крыма и Донбасса не удастся заболтать под слоганами того, что экономику надо спасать, давайте с Россией торговать и так далее. Ну вот смотрите, как бы там Трамп не высказывался и что бы он там не писал на своей странице Twitter, да, все-таки есть госсекретарь Майк Помпео, есть республиканцы, есть демократы, которые постоянно говорят о возобновлении территориальной целостности Украины. Они постоянно призывают Российскую Федерацию немедленно освободить украинские территории, прекратить репрессии на оккупированных территориях. И только совсем недавно республиканцы Палата представителей Конгресса США опубликовали доклад, вы, наверное, читали, с призывом ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая, вплоть до отключения Российской Федерации от международной системы SWIFT. Но это же о чем-то говорит. Смотрите, есть такой аналитик Айан Бремер, Евразия Групп, американец. У него есть книга «Суперпауэр».
супервласть или суперсила можно переводить. Эта книга вышла, если я не ошибаюсь, в 2015 году. И там у него был очень интересный тезис о том, что сейчас Америка опять борется за свое влияние как с Китаем, так и с Европейским Союзом. И в главе о конфликте в Украине у него была интересная идея, что, мол, посмотрите, какой экспорт, какие торговые отношения в России с Европой, и какие в Америке с Европой, и в Америке с Россией. И получалось, что там прямо было написано черным по белому, что его совет правительству США для ослабления Евросоюза, Франции и Германии, сделать все возможное, чтобы Запад ввел санкции против Украины, потому что Штаты при этом теряют немного, Европа теряет много. То есть в данном случае вот такой вот реализм, который политический реализм в геополитике Штатов, он направлен в том числе за борьбу с Францией и Германией, которые, как известно, заинтересованы в торговле с Россией, есть чуть ли не главными лоббистами. Ну, поэтому США формате. сегодня и вводят санкции тоже в отношении немецких компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока-2. Там же свой интерес. Ну, это экономический интерес, но фактически западный мир, он будет невозможный в том формате, к которому мы привыкли, если Трамп действительно скажет Германии: платите за то, что у вас находится военная база, и заставит платить за наличие военных баз. Поэтому смотрим на ноябрь и ждем. К сожалению, пока чего что ждать развито. действительно? Вот чего ждать от президентских выборов в США? Ну, смотрите, по-моему, вот сейчас Украина вообще втянулась в очень щекотливую ситуацию, когда с помощью нашего правительства, наших спецслужб Украину пробуют сделать такой себе площадкой для черных политтехнологий. В частности, это дело Буризма, дело Байдена и известные с этим пленки. По-моему, пленки Деркача, да. По-моему, самая неприятная вещь, которая может случиться с Украиной, действительно включиться на стороне какого-то из кандидатов. Мы уже имели плохой опыт, когда с помощью наших политиков убивали рейтинг Трампа, и Трамп выиграл. Обама в своих мемуарах описывает, когда он, еще будучи конгрессменом, приехал в Украину и очень обиделся, потому что к нему, как к человеку афроамериканской внешности, относились с меньшим уважением, чем к другим. То есть они все эти вещи запоминают. И потом, когда мы спрашиваем, почему к нам такое отношение, ну, извините, какое отношение мы показываем? Но сейчас же Украина сохраняет нейтралитет, нет? Вот вам не кажется? Сейчас как да. бы нас не пытались втянуть в предвыборную кампанию, мы сейчас да. Я думаю, что Зеленский сделал итоги после этого видео, когда он встретился с Трампом, помните, и потом, когда вскрыли переговоры, стенограмму, да. И мне кажется, и Зеленский научился немножко иначе на это смотреть и сделал выводы. Потому что, когда все это начиналось, я уже сидел вот такой и думал: все, типа, все. Скоро на тебя будут как-то проклято посмотреть, на твой паспорт украинский, типа, Украина. Слава богу, пока держатся, силы ему в этом. Окей, а как вы считаете, насколько Соединенные Штаты Америки вообще как страна-подписант Будапештского меморандума, как страна, которая гарантировала нам же территориальную целостность в обмен на то, что мы отказываемся от своего ядерного потенциала, насколько вот она действует сейчас эффективно? Ну, мы видим, что Будапештский меморандум не сработал. Ни США, ни Китай, ни тем более Россия, которая напала на Украину и отобрала кусок территории, еще несколько территорий сделала частями террористической организации ДНР и ЛНР. Будапештский меморандум фактически забыт. Да, это, по-моему, была геополитическая ошибка, когда мы сдавали ядерное оружие. Но, тем не менее, что есть, так есть. И, по-моему, сейчас один из методов Украины – это создание новой площадки. Но, может, стоит напоминать Украине, нет? Про Будапештский Смотрите, даже меморандум? тогда, когда его подписали, юридически, насколько я помню, парламента этих стран-подписантов не ратифицировали Будапештский меморандум. То есть это красивая бумажка, есть фотография, там подписывает его и все. То есть так как он не был ратифицирован парламентом, не было механизма, как он вступает в действие, то ничего и не будет. Но не зря же, наверное, недавно Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, он же не зря вспомнил про Будапештский меморандум и заявил, что нужно его пересмотреть. Может, как раз-таки речь идет о созыве стран-подписантов Будапештского меморандума или о привлечении этих стран, помимо России, понятно, что она отказывается участвовать в каких-либо переговорах по Крыму, как минимум. К сожалению, сейчас мы живем в реалистическом мире, и если мы посмотрим на работы людей, которые есть идеологами современного Вашингтона, тот же Джон Миршмайер,
Он год назад написал статью о том, почему сейчас политический реализм, то есть когда экономические интересы есть важные, более своевременный, чем так называемый геополитический идеализм, когда идет война за ценности. У него там есть очень интересный месседж, что геополитический либерализм, то есть когда можно защищать демократические ценности, это есть основной такой составляющей поддержки, геополитический либерализм возможен только в двуполярном мире. Грубо говоря, мы за демократические цены, вы за ценности, мы за социалистические. Тогда это работает. Когда же нет такой вот борьбы черного и белого, то приходит в ход старый добрый реализм. То есть вопрос ресурса, вопрос транзита, вопрос вооружений. К сожалению, когда Украина отказалась от ракет стратегического назначения, то мы стали менее интересны, потому что, не имея ракет большой дальности, мы фактически ничем не можем поугрожать. А в реалистическом мире оружие возможно сделать, в том числе гибридные войны, с помощью частных военных корпораций. Это один из инструментов политики. Посмотрите даже на ситуацию на Сирию, на Ливию, о которой мы говорим. Это же фактически прокси-война. Там принимают участие частные военные корпорации Российской Федерации, ЧВК Вагнера, так называемая, где в том числе работают люди из так называемых ДНР и ЛНР. Мы сегодня видели этот парад до Дня Победы ДНР и ЛНР с маленькими детками. То есть фактически ДНР и ЛНР это такие поставщики будут пушечного мяса для российских войн за рубежом. С другой стороны, это частные компании, которые обслуживают западные интересы. Окей, но вот уже прошло 6 лет. Ну, Будапештский меморандум, все, давайте забудем. Вот, я помню, когда Юлия Владимировна частью стратегии мира делала его, ее очень критиковали. Я потом имел честь общаться с Андреем Сенченко. Это человек, который при победе Юлии должен был бы возглавить военный кабинет по тем реформам, которые она обещала. И потом они переработали, в принципе, и пришли к тому, что все равно надо полностью менять архитектуру международной безопасности. Потому что ООН сейчас своих функций не исполняет. Будапештский меморандум тоже забыт. Фактически надо новый центр изучения новых конфликтов. И Украине надо делать новые коалиции, в том числе с теми странами, которые не вошли в мировое ядро экономики. Например? Какие это страны? Сейчас я не могу сказать. До 2016 года мне казалось, что очень перспективным есть военное сотрудничество с Турцией. Тогда Эрдоган сбил российские самолеты. И до переворота он занимал очень такую позицию ястребиную, я бы сказал. Но, к сожалению, после переворота мы помним, что Владимир Владимирович Путин предложил ему политическое убежище. И с того времени НАТО играет в такую, Турция играет в такую двувекторную. Ну, они там периодически с Россией, то что-то там Россия сделает, ну, просто потом Турция могла бы быть нашим партнером по крымскому вопросу. Помидоры. Там есть большая часть крымско-татарской диаспоры. Да. И, по-моему, если бы Турция была заинтересована в том, чтобы россияне ушли из Крыма, а они, возможно, и заинтересованы, просто с этим никто не работает, то можно было бы говорить и про вооруженное сопротивление россиянам в Крыму, и про возможность реинтеграции строительств, возможно, передать в концессию, в том числе турецким компаниям, какие-то проекты инфраструктуры Крыма после его возвращения. То есть, на самом деле, можно было бы вести диалог. Но происходит России бы это не нравилось, но именно Турцию я видел как раз таким партнером по тому, что делать с россиянами в Крыму. А им надо делать там очень нехорошие вещи. Ну, если говорить о Турции, там и России, там турецкий поток, там строительство атомной электростанции Акую, там продажа зенитно-ракетных комплексов. К сожалению, да. И Росатом, одним из методов такой вот гибридной войны Российской Федерации есть в том числе работа с атомной энергетикой. Это же не только в Турции. Росатом, насколько я помню, строит в Венгрии сейчас атомную электростанцию в Финляндии, чешские атомные электростанции на российских этих двелах, да, работают. То есть в данном случае Россия использует этот способ, а у нас атомные электростанции останавливают, потому что кому-то выгодно зарабатывать на зеленых тарифах. Ну это вот смотрите, проблема. мы говорим про экономические интересы стран, про стран наших партнеров, да, которые тоже преследуют свои торгово-экономические интересы с Российской Федерацией. Даже если говорить Германию, Францию, тут Северный поток-2 топ-тема. Но прошло 6 лет, и, к сожалению, время идет, и оно играет против нас. В Крыму продолжаются репрессии, на востоке Украины продолжается огонь, умирают наши украинские солдаты. В Крыму
крымские татары сидят в тюрьмах, в застенках Кремля, дети растут без отцов, и время идет. Как Украина может приблизить деоккупацию Крыма? Ну, во-первых, Украине сейчас надо решить, по какому направлению она идет, и в данном случае делать ставку на развитие своей экономики. То есть уже понятно, что та инфраструктура, которую мы эксплуатируем более 30 лет, советская инфраструктура, она не выдерживает. И вот эти трагедии, которые взрыв на Поздняках недавно был в центре Киева, или мосты, которые рушатся, это большая проблема. Если мы говорим о классической такой макроистории, то есть цивилизационном подходе, то выделяют три основных причины, почему государства стают сильными или распадаются. Государства распадаются, когда у них есть падение национального престижа. Например, была Австро-Венгерская империя и была Германия. Так как Германия начала побеждать Данию, они с Данией не победили в войне, начали говорить о претензиях в колониях. В некоторый момент среди германоговорящих людей более престижным стало пойти в Германию, потому что Австро-Венгрия это такая сытая монархия, там уже, в принципе, социальные лифты не работают, а Германия была престижна. Там Бисмарк создавал бюрократию, начал платить пенсии, чтобы как-то людей мотивировать, это стало престижно. И Германия потом выросла в более такого агрессивного и сильного лидера. То есть национальный престиж. Во-вторых, это раскол элит. Если элиты, то есть люди, которые принимают решения и влияют на политику в стране, смотрят в разные стороны, то фактически страна обречена на то, что будут скубиться между собой. Есть примеры Речи Посполитой, есть пример Украины. То есть надо каким-то образом объединить элиту. Я напомню, что Зеленского как раз выбирали как такого человека, который мог говорить и с русскоговорящими, и с украиноговорящими. И фактически его выбирали за сериал «Слуга народа», где он единственный кандидат, который на картинке вот так вот в кино показал, каким может быть будущее. Помните, там «Восьмой стульчик», типа, когда МВФ долги отдаем и так далее. Ну да, да. Золото собираем. И еще такая вещь есть, как фискальный кризис. Когда элиты голодны, они смотрят туда, где сытее. То есть, если мы вспомним опять-таки Речь Посполитую, то Броницкие, Потоцкие, которые имеют... Сейчас есть музей, где были их большие местоимения, то это фактически же были генералы Речи Посполитой, которые просто начали служить Российской империи. Когда Речь Посполитая не могла их кормить, они из-за фискального кризиса пристали туда, где им было выгодно. И для того, чтобы Украине быть сильной, ей надо работать над национальным престижем, то есть ставать страной, в которой можно реализироваться. Надо победить фискальный кризис, то есть чтобы было больше денег, работала экономика. И, конечно же, сделать что-то с расколом элит. Или мирным путем, или более силовым. Вы знаете, 21 июня на сайте Вести.ру было опубликовано интервью Владимира Путина, где он рассуждал о выходе республик из состава Советского Союза. И вот, по словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик, однако процедура не была регламентирована. Давайте его послушаем. Другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Александр Подробинник, журналист, с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Добрый день. Ну, для начала, вот ваши комментарии относительно вот этого вот фрагмента из интервью Путина. Господин Путин ищет какую-нибудь национальную идею, которая может понравиться самой низменной части российского народа. Ну вот сейчас он эксплуатирует чувство обиды. Это такая хорошая идея для тоталитарного режима. Обиженная нация. Все ее кругом обижают, все ее преследуют. Она очень щедрая, дарит подарки, а окружающие ее страны очень неблагодарны. Это такой продукт для внутреннего потребления, для того, чтобы люди могли почувствовать, что Путин защитник их интересов. Угу. Ну вот многие эксперты, которые вот посмотрели, послушали это интервью Путина, высказались таким образом, что все таким странам, как Казахстан, Беларусь, нужно быть готовыми, что на них Путин нападет. А вы как считаете?
Но, вы знаете, любой тоталитарный режим – это угроза для соседей. Ну, то есть, Особенно для тех соседей, которые выбирают путь демократии и свободы. Поэтому бояться тоталитарного режима, в частности, сегодняшнего российского, следует не только потому, что Путин высказал очередную бредовую идею, а просто потому, что такова политическая система в нашей стране. Она несет угрозу другим странам. мгм. Ну вот относительно поправок в Конституцию Российской Федерации, я еще хотела вас спросить, как у вас там сейчас? Вам как приходят сообщения, не приходят, что говорят? Как это все будет происходить? Призывают ли голосовать, не голосовать? Да, вовсю призывают приходить и отдать свой голос. Да? Выйди на улицу, отдай свой голос, он нужен Путину. Но весь этот спектакль, все это шоу построено на том, чтобы вовлечь как можно большее количество людей в нелегитимный процесс. Для них, для Кремля абсолютно все равно, проголосуют люди за или проголосуют против, потому что Памфилова посчитает точно так, как надо Владимиру Владимировичу. А что существенно, это чтобы была явка, чтобы люди пришли, чтобы они признали, что это некоторые законные действия. Вот в этом, собственно, и весь смысл этого шоу. Мгм. А вы будете голосовать? Да нет, разумеется, я не участвую в спектакле. Да, тем более в роли статиста. Ну вот эти же поправки в Конституцию, они расширяют полномочия Путина, да, и он там сможет увольнять там судей Конституционного суда. Понятно, хоть там не было судей Конституционного суда и так далее. Вот вам не кажется, что это должно быть таким неким вызовом для каждого гражданина Российской Федерации? Или же все-таки люди не готовы выходить и протестовать? Вы знаете, к сожалению, именно это не является вызовом для людей, потому что здесь все давно понимают, что закон – это просто бумажка, она не имеет никакого значения. И Путин с 2003 года сосредоточил в своих руках те полномочия, которые ему не разрешены Конституцией. Вы знаете, он назначает начальников управления внутренних дел, старших офицеров и генералов. А теперь он объявляет выходные и праздничные дни, хотя они все перечислены Конституцией. Он осуществляет диктаторские полномочия. Ну, поэтому серьезно относиться к законам здесь никто серьезно к законам не относится. Все понимают, что бал правит силой. Ну а сколько можно понимать и бездействовать? Это хороший вопрос. Во многих странах диктаторские режимы жили десятилетиями. И я думаю, люди более старшего поколения в Украине хорошо помнят советские времена. Бороться с тоталитаризмом не так-то просто. Это всегда связано с жертвами, часто с жертвами жизнью, здоровьем, свободой. Это довольно трудное дело. Спасибо вам большое. Александр Подробинник, журналист, был с нами на прямой связи. Что вы думаете по поводу вот этих поправок в Конституцию Российской Федерации? Зачем ему вот это вот понадобилось сейчас? Зачем ему вот это обнуление? Если он мог просто поставить какую-то свою марионетку вместо себя, продолжать успешно править и быть царем? Что людям нужно для того, чтобы им управлять? Им нужны хлеб и зрелище. С хлебом сейчас в Российской Федерации сложновато. Если посмотреть результаты фокус-групп российских, которые публикуются, то людей в России наиболее всего тревожат вопросы социалки и медицины. На это денег нет. Поэтому им дают такие вот игрища. Типа мы тут Конституцию поменяем, мы тут то сделаем. И второе, третье. По поводу интервью Путина, который он там озвучил, я бы напомнил жителям Крыма, что в 1992 году, после обретения Украины независимости, Николай Плавьюк, который имел статус главы правительства Украинской Народной Республики 1918 года, передал клейноды Леониду Кравчуку. То есть Украина, она имеет правопреемственность и у РСФСР, и УНР. А в Российской Федерации с этим вопросы. Поэтому она может сократиться до территории Российской Социалистической Федеративной Республики 1921 года. Поэтому пускай он не поднимает эти карты. Это сыграет против него. Спасибо вам большое. Петро Охотін, політтехнолог, был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Дякую. Ну а я вынуждена завершать, к сожалению, этот эфир. Буквально через несколько секунд эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Кошкич.